دوستان عزیز اینو چه خیلی ما وعده дода будем. Соня Хти, Фаридун. Всем привет, дорогие друзья! Вы, новые подписчики, часто оставляют новые комментарии, типа задают вопросы про нас с Соней, кто мы, чем занимаемся, где жили, где живем сейчас. Мы уже делали один ролик такой, но так как новые подписчики, прибавляются новые подписчики, мы специально для них делаем еще один ролик, рассказываем про себя. В сегодняшнем видеоролике мы расскажем про нашу жизнь, про так, как мы оказались здесь, в Таджикистане, как мы там жили в России. Вот. Салам алейкум, Дустони Азиз. Сегодня мы бы хотели вам рассказать нашу биографию, кем мы хотим стать, куда хотим поступить, и все подробно расскажем. Как мы здесь в Таджикистане оказались, да? Давайте начнем прям с самого основного, то, где мы родились вообще. Мы сами с Соней граждане Российской Федерации являемся. Мы родились там, в России, в Сибири, в холодной, в Красноярске. Там прям холодная зима. Холодная зима, но теплое лето, хорошее теплое лето. Вот, там мы жили. Соня, там, ты до скольки лет там жила? Я училась в Красноярске до 8 лет. Потом переехали в Москву, там до 10 лет. 3-й и 4-й класс. 1-й, 2-й в Красноярске, 3-й, 4-й в Москве. И все. И дальше здесь, в Таджикистане. Вот. Но после смерти мамы, папа нас забрал в Москву. Вот мы переехали в Москву. Я сам там прожил 1 год, а вот Соня 2 года, да, получается? 2 года. И мы вот переехали сюда, в Таджикистан. Мы сначала переехали в Бохтар, Курган-Тюбе. Там мы жили 1 год. Конечно, первые впечатления... Вот какие у тебя были первые впечатления от Таджикистана вообще? Когда ты только переехала сюда 1-й раз? Какие, я 100 раз сюда приезжала. Саня несколько раз еще в детстве. Да, ей еще 3 годика не было. Я забрал к себе домой. А Фарик никак не хотел. Я всего лишь 1 раз был. Я помню... Когда обрезали. Тебе сколько лет было? Когда 1-й раз приехал? Я не помню, прям, может, 6, я не знаю. Я маленький был. Еще 1-й класс не был. Да. То есть, я даже никогда не думал, что я вот сюда вернусь, в Таджикистан. То, что на таджикском языке буду общаться. Вообще никогда не думал. Я не так хорошо общаюсь на таджикском языке, но на таком среднем уровне. Соня лучше меня знает таджикский язык, прям на 80%, я думаю, где-то. Соня, ба таджики гавзан, ягон сухан. Салам алейкум, Дустони Азиз. Хай адду суханку, бари подписчиков. Подписчиков йошаш. Дустони Азиз, дига гапой бат нанависед да комментария. Фахат лайк будет, подписаться канал. Да, комментарии хубность. Ого. В общем, мы провели в России где-то я 9 лет, а Фарик 14. Я 14, да, 14 лет. Фарик 14 лет, то есть Фарик был в 8 классе, когда он переехал в Таджикистан сюда, а я в 5 классе, когда переехал в 5 классе, да? Да, в 5 классе ты здесь. Да. Так, здесь в Душанбе школы получше, чем в Бухтаре. Это прям, потому что столица, да. Это как лицо Таджикистана, можно, грубо говоря, сказать. Про людей, тут, конечно, неоднозначно тоже. Здесь очень гостеприимные люди, например, вот чисто если сравнивать, да, ты можешь к любому человеку в гости зайти к своему знакомому. Там тебе чисто, поприветствуют прям так душевно, да? Там расстелят дастархан, там. Теперь, наконец-таки, мое мнение.
В России, когда я была, там люди такие немного злые, так сказать, негостеприимные. Если какие-нибудь иностранцы приходят из других стран в Россию, то там начинаются какие-то проблемы. Вот если касаться одноклассников, то они такие немного злые все, общаются не очень вежливо. А вот здесь вот в Таджикистане здесь есть еще один минус. Здесь разделяют мальчиков и девочек. Типа, если девочка с каким-нибудь мальчиком общается, то все, она не мусульманка, она такая, она такая. Вот. И это, конечно... دوستان عزیز کسی ندانه سونیا خدا رو شکر 1 سال زیاد شد هم نمازاشو میخوانه روزاشو میگیره خیلی صد کنی نکنی که ای یخل مسلمان و یخل تاجیک ده دلش خیلی صافه گپ میزنه ای دلی صاف میخنده ای دلی صاف چق میکنه ای دلی صاف انشالله که خدا راضی باشه نمازکاش خوانده سای روزاش گرفته سای اولی نفری که مثال اکو намаз мехону, рузу мегира. Не, ну это уже там от людей зависит, как бы. Ну, если ты на самом деле просто вот девочка с мальчиком общаются, да, ну чисто от чистого сердца, по-дружески, да, это нормально, просто уже там у некоторых людей складывается мнение. Ну, это в самих людях проблема такая, то, что они видят и сразу начинают что-то плохое думать. И, ну, это уже от самих людей зависит, поэтому тут не повлияешь никак на это. Ты будешь жениться на таджикском или на русском? Вот это вопрос, наверное, который часто, наверное, задают, наверное, новые подписчики, да и вообще Да, в да. целом подписчики. Вообще, типа, по нации, на узбечке. На узбечке? Да нет, ну, типа, для меня национальная принадлежность, типа, вот эта нация, да, ну, особой роли не играла никогда. В кого влюблюсь, на том, на то и буду. А ты каждый день куда ходишь с девчонками? В школу. Соня? А кто сдавать ку? Гджомера? Дория гонарус? Дургнагу? Росшобгу? Надура. Так, гджомедан надор, кстати. Раз надоня, гджомедан надор, кстати. Короче, ну, как получится, в кого влюблюсь, короче, там без разницы нация какая. Хоть давай теперь это, да, попрощайтесь с подписчиками. Нет. Кто куда поступит? План на будущее. Уже Там, наверное, полчаса уже. полчаса. Ладно. Ладно, дорогие друзья, это пока была первая часть. В принципе, если есть какие-то еще вопросы, вы можете написать в комментариях, чтобы мы на них потом, если что, во второй части ответили. Просто вот конкретно мы список вопросов сделаем и конкретно на ваши вопросы вот ответим. Какие вам интересны, да, вопросы. На те мы вот и ответим. Или эфир сделаем, да? Да, можно даже эфир сделать. Вот. Ну, давайте попрощаться. Ладно, дорогие друзья, всем до скорых встреч. Ждите новых видео. Хай мы немножко приболели, пожелайте нам здоровья. Фарик? Так. Ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, пишите положительные комментарии. И обязательно пишите свои вопросы в комментариях. Мы обязательно еще в дальнейшем на них ответим. Всем спасибо за просмотр и всем пока.